Итак, ребята, у нас сегодня урок по математике. Он у нас открытый, поэтому нужно поприветствовать гостей. Поприветствуйте, пожалуйста, гостей. Поздоровайтесь. Ага, здравствуйте, ребята. Садитесь. Так, выйдите, пожалуйста, все сюда. Давайте все возьмемся за руки. Возьмемся все за руки. Передадим радость друг другу. Улыбнитесь друг другу. Улыбнулись. Ага. Молодцы. А теперь подойдите и возьмите. Мы сейчас разделимся на группы. Возьмите по одной палочке. Шахматы синие. Все, теперь разойдитесь, пожалуйста, на группы. Здесь у нас будет сидеть красная. У вас на партах лежат карточки. Вы сейчас эти карточки, пожалуйста, рассмотрите. Посмотрите все внимательно на эти карточки. Вы должны сейчас собрать и их делить. Но работаем все вместе. Эта группа с этой группой работает. Сначала. Первый какой день? Выходи, Шарлотта, быстрее бери карточку, выходи. Следующий, выйдем сюда все и выстроимся. У нас получится 7 учеников задействовано. Да, правильно. Следующий. Каждый день, ребята, вам предоставят свое задание. У понедельника свое задание, вторника свое. И так дойдем до воскресенья. Хорошо, положите все сюда карточки. Ребята, раз мы сегодня начали с вами говорить о цифре 7, как вы думаете, где встречается еще цифра 7? Хорошо, молодец. Хорошо. 7 гномов, а Элина? Умножение и деление. Знаешь, какая у нас сегодня тема будет, ребята? Умножение и деление на 7. Определить, ребята, тему нашего урока. Наша сегодняшняя цель – научиться составлять таблицу умножения на 7 и знать ее наизусть. Поэтому вам сейчас предлагаю первое задание. Вы должны составить таблицу умножения на 7. Пожалуйста, перед вами лежат бумага. Возьмите, пожалуйста, маркер. В групповой работе мы сейчас все вместе составим таблицу умножения на 7. Все. Ваше время, ребята, 30 секунд. Начали работу. Время на выполнение этого задания, ребята, вам ровно минутка. Все, начали работу. Задание, которое вы выполняете, оценивается по дескриптору. Составляете таблицу умножения и деления и получаете за это задание ровно 1 балл. Вы сейчас выполнили задание. Пожалуйста, выйдите по одному к доске. Мы все вместе с вами проверим. Итак, первая группа составила умножение и деление на цифру 7. Подними, пожалуйста, больше. Итак, 7 и 1. Молодцы. Вторая группа составили таблицу умножения на 7. Хорошо, молодцы. Получаете за это задание. Это вам в понедельник приготовил первое задание. Задание называется у нас математический диктант. Я вам диктую, вы записываете число, которое будет равно выражению. Записываем. Первое. Найди произведение чисел 6 и 5. Второе. Сумма чисел 40 и 8. 40 и 8. Меньше на 4 и 8. 46. Произведение чисел 6 и 7. 6 и 7. 42. И на сколько 67 больше, чем 7? На 60. Правильное задание. Следующее, ребята, задание у нас будет индивидуальное. Вы должны составить выражение. Каждый составляет свое выражение. За каждый правильный ответ я вам ставлю 1 балл. У нас дескриптор идет, составляет выражение и находит его значение. Если вы правильно составили, получаете по 1 баллу. Все, принимаете за работу. Итак, ребята, вы сейчас составили выражение. Давайте сейчас проверим, кто сколько составил выражение в каждой группе. Так, пожалуйста, Мадина, начнем с
Фадина составила 3 7 и выражения. 7, 49. И плюс 9 умножить на 2, 18, 67. 8 умножить на 7, 56. Отнять 5 умножить на 3, 15, 41. 6 и 7, 42. Отнять 6 и 4, 24, 22. Молодец. Ты получаешь прибавку. Своей группе 3 балла. 7 умножить на 7, 49. Плюс 6 умножить на 7, 90. Общее получается 92. Хорошо. Алина. Следующее, ребята, задание приготовил для вас в четверг. Вы должны сейчас, работая в паре, выполнить следующее задание. Найти общую массу, найти количество и найти массу одного предмета. Оценивается тоже по критерию, если вы находите массу одного ящика, получаете 1 балл, находите количество ящиков 1 балл и находите общее количество ящиков, тоже получаете 1 балл. Составляйте только одно выражение, работая в паре. Все задание наше массовое. Вы найдите хотя бы количество. Кто работал? Пожалуйста, Фарида, Али, вместе. Отвечай. Общая масса 18. По одному. Общая масса 18. Масса неизвестна. Количество 6 штук. Общую массу надо разделить на количество. Получается, что 18 делим на 6 равняется 3. 3 килограмма, да? Ребята, последний день недели у нас какой? Воскресенье. В воскресенье мы все с вами отдыхаем. Мы любим с вами поиграть, отдохнуть и с новыми силами прийти в понедельник опять приняться за работу. Поэтому в воскресенье, ребята, приготовил вам следующее задание. Игра домино. Мы должны сейчас выяснить, насколько мы усвоили новую тему. Достигли ли мы цели урока? Я вам сейчас раздаю на 2 группы задания. Вы все вместе составляете домино. Смысл игры такой. Найти значение выражения и следующее идет опять у нас умножение. Вы должны найти опять значение выражения. Таким образом у вас составляется цепочка. Рассказайте, шахматы не только что 14, 7 и 7, 49, 7 и 3, 21, 7 и 5, 35, 7 и 6, 42, 7 и 2, 4 на 2, 14, 7 и 7, 49, 7 и 3, 20. Молодцы, ребята. И та группа, и эта группа справились с заданием. Вы получаете по 1 баллу. Удалось ли нам достичь цели урока? Таблицы. Некоторые из я научилась составлять таблицу умножения на 7. В задачах, в примерах, в таблице на 7. Даже в радуге 7. Как вы думаете, ребята, нужна ли вообще таблица умножения? Да. Очень. Пригодится она нам в жизни? Пригодится. Чем решать, мы можем таблицу выучить и знать уже ответы. Молодец. Ребята, внимание сюда. Итак, ребята, у нас сейчас заключительный момент. Вы должны, на столах у вас лежат стикеры. Да. На этих стикерах, пожалуйста, запишите, насколько вы сегодня знаете, понимаете, усвоили этот урок. Мы с вами отправим по почте смс-ки, и я уже буду знать, насколько вы усвоили урок. Пожалуйста, запишите, подойдите и скиньте, пожалуйста, в ящик. Записывайте. Нет, помнишь? Молодцы. Кто написал, уже подходит и проходит.